Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Международном университете нефти и газа имени Екшигельды Какаева требуют взятки на каждом шагу, начиная с поступления и вплоть до сдачи дипломной работы. Как бы хорошо студент не учился, но без обязательного сбора нельзя ни написать курсовую, ни сдать экзамен. Впрочем, то же самое характерно и для других туркменских вузов. Начинается все с взяток за поступление, но и после того, как молодой человек зачислен в вуз, семье приходится регулярно раскошеливаться. Источник Turkmen News в Международном университете нефти и газа рассказывает, цитата, «На каждом экзамене старосты собирают по 200-500 манатов. Сдать курсовую стоит 1000 манатов, без этого ее не примут, даже если ты напишешь работу уровня Нобелевской премии. За ежегодную практику в некоторых группах приходится платить по 600-1000 манатов, а за дипломную 5000 манатов». Конец цитаты. Это, так сказать, обязательные траты, а есть еще мелочи, делающие студенческую жизнь проще и приятнее. Например, если кому-то не нравится добровольно-принудительно ходить на ЧР, а конкретно играть роль массовки на различных официальных мероприятиях, тогда отказ от этого тоже имеет свою цену. И это не самодеятельность отдельных преподавателей. Вся коррупционная практика одобряется и поддерживается на самом высоком уровне. Если студенты жалуются декану на очередной внеплановый сбор, тот в ответ на повышенных тонах требует сдать деньги вовремя. Впрочем, Международный университет нефти и газа далеко не исключение. О взятках за поступление в туркменские вузы известно давно. Платить приходится всем, и тем, кто поступает на бюджет, и тем, кто идет на платное отделение. Во втором случае часть денег проходит через бухгалтерию в официально оговоренных размерах, а остальное в карман заинтересованным лицам. В топовых столичных вузах, таких как медицинский университет или юридический факультет госуниверситета, размер взятки составляет 10-25 тысяч долларов. Тех, кто заплатил, спрашивают на экзамене только по заранее утвержденным темам, остальных заставляют честно тянуть билеты и затем заваливают дополнительными вопросами. Так отсеиваются неплатежеспособные. А те, кто способен платить, идут дальше по накатанной. Плата за курсовые, за экзамены, за отказ от ЧР. Оценки за оплаченную практику порой ставятся просто так, без реальной работы на предприятиях. На первом курсе университета нефти и газа практику проходят на любой стройке, а у старшекурсников только на строительстве нефтегазовых объектов, и то и другое можно нарисовать, были бы деньги. Что касается курсовых работ, то студентам чаще всего дают переписать работы прошлых лет, в которых меняют только фамилию. Возмущаются этим в основном вилаятские студенты, которым деньги на каждую взятку приходится просить или занимать у семьи, отмечает источник в университете нефти и газа. А ашхабадских это вообще не волнует. Если завести такой разговор, то они пожимают плечами и говорят, так устроен мир. Источники в других вузах подтверждают, мир туркменского высшего образования и правда устроен именно так, меняются только конкретные суммы в зависимости от вуза, факультета или специальности. Например, стоимость сдачи курсовой варьируется от 250 до 1000 манатов, защита диплома от 3 до 8 тысяч манатов. Как результат, студенты вместо науки выучиваются множеству дурных вещей. В первую очередь это то, что значение в жизни имеют только деньги, и это им наглядно демонстрируют преподаватели и администрация. Молодые люди, особенно в регионах, видят, что умного и талантливого, но не богатого одноклассника практически нет возможности получить высшее образование. А вот его сверстник из обеспеченной столичной семьи получит диплом, даже если валял дурака все школьные годы. И позже, уже будучи студентом, этот второй не считает себя обязанным всерьез стараться чему-то научиться, ведь он за свое обучение заплатил вперед. Среди преподавателей имеются так называемые добрые полицейские, которые в противовес кричащим и требующим коллегам мягко подталкивают студентов все к той же коррупции. Они говорят, что в принципе не против помочь желающим подготовиться и сдать все честно, но все же дают понять, что можно все закрыть за деньги, и студенты выбирают заплатить, потому что так проще. А злых полицейских в вузах хватает. В том же Международном университете нефти и газа в 2022 году повесился студент Сахбет Балканов, на которого постоянно давили декан, его зам и некоторые преподаватели. Основной претензией были опять же финансы. Руководству не нравилось, что юноша подрабатывает, перепродавая вещи. Кроме того, незадолго до инцидента иногородним студентам запретили жить у родных или на съемных квартирах, из-за чего общежитие было переполнено и условия в нем оказались невыносимыми.
После суицида этот запрет отменили, а декана и замдекана позднее уволили. Качество образования в туркменских вузах, как нетрудно догадаться, крайне низкое. Нельзя ожидать иного от преподавателей, стремящихся лишь заработать, и от студентов, полагающих, раз они заплатили, то и проверять их реальные знания никто не имеет права. В дальнейшем сами выпускники вузов, устроившись на работу, начинают брать взятки, потому что накопили долгов за время учебы, ну и потому что их несколько лет кряду старательно учили нормальности такого поведения. В конечном счете, это оборачивается громадным вредом для всей страны. В важнейшей для Туркменистана нефтегазовой сфере работают люди, научившиеся в вузе только коррупции. Стоит ли удивляться, что именно коррупцией они в дальнейшем и занимаются? А чтобы отрасль хоть немного держалась на плаву, государству приходится тратить огромные деньги на привлечение зарубежных специалистов. Государство несет финансовые и репутационные убытки, которых можно избежать, перестроив на корню всю систему высшего образования и вычистив коррупцию в самом зачатке. У вас есть интересная новость, и вы хотите ею поделиться. Пишите нам в секретном чате. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность.